Добрый вечер, друзья! Очередной игровой день в рамках чемпионата Кыргызстана по волейболу среди мужских клубных команд практически подходит к концу, но перед этим будет еще одна игра, последняя игра на сегодня. Алабука встречается с БАПА Барскон. Меня зовут Абдулла Джусупалиев, режиссер этой трансляции Абель Джусупакунов. Переходим мы к составу команды Алабука. Ну и потом уже ознакомимся с составом команды БАПА Барскон. Итак, первый Эльгиз Кочкаралиулу, второй Асылбек Арсланбеков, седьмой Арген Парпиев, пятый Нурмухамед Бектемир Улу, восьмой Абдыбек Насиров, 12-й Сеймых Мамырджан Улу, 9-й Урматбек Суванов, 3-й Арсенал Абдрахманов, 15-й Нурджигит Кубатбеков, 4-й Бектемир Адашбай Улу, 11-й Учхунбек Маралов. Это состав Алабуки. Ну и теперь переходим мы к составу БАПА Барскон. 12-й Айболот Искендерев, 5-й Нурадиль Акимов, 6-й Нурдан Акимов, 2-й Матумар Батырбеков, 3-й Заирбек Болотбек Улу, 11-й Толигон Бейерманов, 4-й Бакытбек Кайырбек Улу, 1-й Аман Касымбеков, 9-й Бек Кубаначбеков, 8-й Рустам Кулманбетов, 10-й Максат Оразалиев. Счет уже 3-3, и есть подача. Очень хорошо здесь играет Максат Оразалиев, доигровщик БАПА Барскон. Ну и потом уже удачно завершают атаки представители команды Барскон. Теперь будет уже подавать третий номер. Это Заирбек Болотбек Улу. И есть, хорошо, есть подача. Там уже немножко неудобно, но левой рукой все же сделал удар. И теперь еще раз 9-й номер на 4-ю зону. А там уже в падении очень хорошо сыграл Нурадиль Акимов. Очень длинная доигровка продолжается. И удар, двойной блок от Алабуки. Айболот Искендеров бил. Алабукинцы ставили блок, но этого было недостаточно. После блока мяч покидает пределы площадки. И мяч достается снова Барскон. Вчера Алабука играла против Токтогула. Нет, против Джалабада, да, против Джалабада они играли. Тоже они тогда проиграли. Нет, это было позавчера. Да, позавчера. А вчера Джалабад играл с Токтогулом. Тогда Токтогулцы одержали победу. Это было вчера, да. А вчера, получается, Алабука играла с Джалабадом. И тогда алабукинцы проиграли сборной Джалабада. Поэтому им уже как бы нужна очень эта победа, чтобы как-то хотя бы удачно завершить и оставить шансы на третий тур, чтобы перейти уже в национальную лигу. Вот туда недовольство выражают представители Алабуки. Они нарушали правила. Теперь снова Барскон будет подавать. Очень уверенно играет сейчас Барскон. 5-4. Хорошо. Еще раз третья зона. Скидка есть, но лидера тут спасает Алабуку. Айболот Искендеров. Он может сам завершить. Снова двойной блок. И от руки Абдыбека Насирова мяч покидает пределы площадки. Это был аут, но блок, надо признать, был неплохим. Блок был очень хороший, но немножко не хватило перенаправить мяч обратно на половину Барскона. И еще одна атака. Бектемир Адашбай Улу, 2001 года рождения. Он заработал очко вот последнее для Алабуки. Нападающий, первый разряд. Ну а сейчас будет подавать Абдыбек Насиров, тоже нападающий. Это аут. Забраковал эту подачу. Но хотя, когда твоя команда проигрывает, вот такие вот ошибки, конечно, совсем не нужны. Счет уже 7
5 у Барсхона 7 очков, а у Алабуки 5. Есть подача с третьей зоны. Еще раз. И теперь уже Алабука удачно завершает этот эпизод. Есть, хорошо. Но тут уже не справляется. Да, либеро попытался, Саимых Мамурджан Улу. Да, Барсхон, правильно, Барсхон, Алабука. 7-5 на данный момент счет. И будет подавать уже Рустам Кулманбетов. Готовится он к подаче. Рустам Кулманбетов, блокирующий, очень достаточно высокий игрок и один из таких возрастных игроков. Ну, вообще, конечно, у нас чемпионат такой, наверное, относительно, если других чемпионатов, более, именно средний возраст команд более молодые у нас игроки играют, потому что, ну, 2003-го, 94-го, то есть там игроку там 25 лет, он считается, считаю, как возрастным игроком, потому что, ну, нет у нас игроков, которым по 30 лет. Ну, есть, конечно, но они очень редко встречаются. Вот, например, есть Учкунбек Маралов у Алабуки, он 81-го года рождения, его сегодня нет, он вот как раз таки с Джалабадом выходил, играл, вот он 81-го года рождения. А так у нас получается, что даже это еще среди мужчин более такие взрослые игроки играют, которым по 20 лет, по 25 лет. Ну, есть, конечно, тоже, которым по 17-18 лет. Но вот если сравнивать с женским чемпионатом, у нас скоро будет как раз таки после игр национальной лиги будут у нас еще чемпионат среди женских клубных команд. Так там вообще играют, которым по 13-14 лет девочки есть, которые 2006 года рождения, но они уже играют. Но это потому, что у нас, как повзрослев, уже волейболисты уходят со спорта, их удерживать трудно, потому что мы знаем, да, в волейболе нет у нас средств, поэтому у нас относительно вот в командах играют очень-очень такие молодые волейболисты. Теперь уже Барсхон. Свисток прозвучал, Барсхон будет исполнять подачу. Есть подача, Аркен Парпиев может, но Ильгиз немножко не успел подпрыгнуть и пришлось вот так вот сыграть. А там уже скидка в котел последовала. А после этого оставили свободным центр площадки. Очень хорошо тут увидел волейболист Барсхона освободившуюся зону. Именно туда сделал скидку. Вторая подача от Барсхона. Ильгиз вот снова не успевает. Снова Ильгиз не успевает. Хотя, по сути, это отдает-то вот Урматбек Суванов отдавал дважды с третьей зоны, чтобы сделал атакующий удар. Но Ильгиз не успевает, либо пас не как следует дает. И вот тут тоже не успевает. Либера уже, ну, хотя этот блок... То есть мяч летел уже от блока, поэтому, наверное, его винить в этом и не стоит. Но он просто попытался вернуть мяч, но у него не вышло. Третья подача подряд. Уже никак не может забрать Алабука мяч. И не очень удобно. Все-таки с левой руки Нурджигит Кубатбеков завершает эту атаку. Он и заработал. Вот теперь уже вот Аркен Парпиев попробует. У Аргена Парпиева тоже неплохая подача. Арген Парпиев есть на четвертую зону. Это мягкий удар был. Еще раз удар последовало. Это аут. Изначально было, что это аут. Бесспорно, даже Алабука не спорит. И молча просто
выстраивается для того, чтобы принять подачу соперника. 14-11. Мяч потеряли. Вот сейчас, да. Все. Эльгиз, Кочкарали, Улу, блокирующий. Подает. Есть подача с третьей зоны. Пас на вторую. Там уже был Бакытбек, Кайырбек Улу, который направил мяч на первую. Шел сейчас. Эльгиз ушел как раз у Алабуки. И вышел вместо него Саимых Мамурджан Улу. Либера. Без либера приходится немножко трудновато этой команде. Поэтому, может быть, с либера будет полегче. Потому что с краев, со второй и четвертой зоны очень мощные игроки расположились у Барскона. Там есть Рустам Кулманбетов вот, со второй зоны. И Айболот Искендеров атакует с четвертой зоны. Оба такие мощные игроки, прыгучие, сильные. И с ударами этих игроков, атакующими ударами, не справляется Алабука. И вот снова замена в составе Алабуки. Урматбек Суванов ушел. И вместо него вышел Асылбек Арсланбеков. 2003 года рождения. Один из самых молодых игроков в этой встрече. 2003 года рождения. Вот в команде Барскон есть тоже один игрок 2003 года рождения. Это Бек Кубаныч Беков. Он под 9 номером играет. И вот, собственно, есть два игрока, и той, и у другой команды, то есть по одному игроку получается. 2003 года рождения. Ну, Асылбек Арсланбеков еще есть под 2 номером. Но он практически, да. Вот сейчас он вышел, конечно, Асылбек Арсланбеков. Но, по сути, он очень мало выходит на игры. Немножко уже, ну, так как бы молодых игроков подтягивают таким образом. Время от времени выпускает, давая им практику, чтобы они в будущем уже как бы достойно сменили тех основных игроков, которые сейчас практически не отдают свое место, играют в основе. Снова Искендер на связующего отдавал, а там уже Рустам Кулманбетов был на ударе. Хорошо вывел связующий Барскона Рустама Кулманбетова на ударную позицию. Рустам не растерялся, ударил. И вот сам теперь уже будет подавать. 17-15. Рустам Кулманбетов и его удар. С трудом справляется с этой подачей либера. Там уже скинули просто на третью зону игроки Барскона. Но они ожидали, что будет удар, поэтому готовились на блок. Но что-то удара не последовало, и вот воспользовались таким моментом. Снова на 5 номера. Ой-ой-ой-ой-ой. Сильнейший удар. Нурдигит Кубатбеков даже в падении не смог. Вот как раз теперь ушел уже Нурмухамад Биктемирулу. И вышел вместо него Саимых Мамурджан Улу. Саимых Мамурджан Улу, вот с ним только меняются все игроки. С ними и Эльгиз Кочкарали Улу менялся. И Урматбек Суванов менялся, и Асылбек Арсланбеков менялся. Ну, в общем, Саимых Мамурджанов то выходит, то заходит. Может быть, немножко нужно дать ему, чтобы он как-то разыгрался, а потом же. А то, когда все время меняешься, то как-то вписаться в темп игры, такую вот интенсивность немножко трудновато. Если там хотя бы, ну, там 5-6 подач сыграет, а там уже привыкнет и может быть лучше. А там, если что-нибудь не изменится, тогда может быть менять. Ну, может, Алабука и не рассчитывает играть. То есть рассчитывает играть больше, делая упор на нападение. А в этом плане, конечно, Саимых Мамурджан Улу-то он либера. Ему было, ну, как бы он в атаке не участвует, по сути, потому что он ростом немножко пониже, как свойственно либера, да, позиции либера. Его задача вот принимать вот такие подачи, что и делает сейчас Саимых Мамурджан Улу, связующий Искендеров, Айболот Искендеров. Хорошо.
Это была скидка. Это была скидка, не удар. Но хотя изначально казалось, он так выпрыгнул высоко, что казалось, что это будет удар. Но это была скидка. Вот подача. Снова. Так. Скидка Арген Парпиев. Отведенный пас и в сетку. Приходится после отведенного паса удар. Это был Максат Розалиев, доигровщик под 10 номером, который после чего мяч коснулся сетки. И вот снова. Второй раз к ряду. Второй розыгрыш и второй раз к ряду вмазали волейболисты Барскона мяч прямо в сетку. 21-19. Барскон впереди, но это ни о чем не говорит, потому что впереди, ну как, не впереди, а отрыв не такой большой. Вот сейчас 3 очка отрыва становится. Но вот уже, да, немножко серьезно, учитывая. Но если бы это было бы, например, в середине, если было бы 16-13, тогда бы, да, там отрыв был бы не таким ощутимым. Ну а сейчас-то уже Барскону нужно заработать. Вот сейчас тайм-аут берут игроки команды. А сейчас-то уже 4 очка, да. 4 очка нужно заработать Барскону, и тогда уже Барскон одержит победу. И если учитывать этот план, то есть в этом плане, да, тогда уже чуть трудновато. Но сейчас вот Барскон Алабука 20-21. Кстати, вот с Джалабадом тоже вот очень трудно было. Помнится одну партию Алабука, когда играли с представителями Джалабада. Там они вот первую партию или вторую партию был, там они закончили 23-25. Вот с таким счетом они закончили. То есть, ну, я это к тому, что вот такую же картину мы видим сейчас тоже. Может быть, сейчас вот до конца будет идти борьба, а там уже выиграет тот, кому больше повезет, кто больше как-то психологически может быть устойчив. Не знаю. Вот Арген Парпиев, у него довольно низкая была подача. Чуть ли травму сейчас не получает. Арген Парпиев мог по голове попасть Асылбеку Арсланбекову. Но Арген Парпиев хорошо. Арсланбек. Подача на 4-ю зону. А там уже немножко не разобрались в ситуации представители Барскона. И что, замена? Да, замена. Ушел Нурадиля Акимов. И вместо него вошел в игру Бактыбек Кайырбек Улу. Есть. Хорошо. На 4-ю, там на 3-ю зону, да, было между 3-й и 4-й зоной. Можно было на 4-ю зону отдавать. Да. Айбулут Искендеров говорил, что нужно было не на 3-ю, а на 4-ю, там, где я стоял. Но ну вот Бактыбек так решил. 91-го года рождения, кстати, Бактыбек. Ну, видно, да, сразу даже на общем плане, что он 91-го года рождения. Еще раз. Удар последует, а это аут. Да, вот теперь смотрите, 3 очка у них было отрыва, а теперь уже Алабука ведет. Кто мог подумать? Ну, 22-22. Алабука, ну, считаю, сейчас уже делает такой маленький, может быть, подвиг, потому что они уже могут сделать камбэк. Да, вот теперь уже камбэк. 23-22. 2 очка нужно заработать. Тайм-аут снова или замена. Да, явно не в форме Бактыбек Кайырбек Улу. Его тут же уже заменили. Нет, не тайм-аут. Рустам Кулманбетов снова возвращается на площадку. А тем временем Ильгиз Кочкаралиулу в составе Алабуки готовится к подача неудобная доводка. Айболот Искендеров. Хорошо. Айболот Искендеров один из таких, смотрите, сильных игроков у Барскона. Сколько раз он выручал. Именно с 4-й зоны у него атаки идут очень-очень хорошо. Удар. Есть. Ой-ой-ой. Ну что это было? Ну что сейчас это было? Не знаю даже, как это прокомментировать. Бектемир Адышбай Улу. Явно переусердствовал.
как-то замах такой был. Слишком. Ну вот 24-23. Одно очко нужно заработать Барскону, и это победа. Но они могли и раньше выиграть. Как-то сами себе устраивает проблемы волейболисты этой команды. Потому что, ну, если бы они немножко точнее играли бы, может быть, да, Бактыбеков Кайырбек Уулу, при всем уважении, конечно, может быть, ему стоило повременить с выходом. Хотя я помню его игру в первом круге. В первом круге он играл очень хорошо. Я тогда, помню, отметил его еще подачу. У него была действительно очень сильная подача. В национальной лиге я видел такие сильные подачи. Есть еще вот Арстанбек Насирджанов у Джалабада. Вот у него тоже очень сильная подача. В национальной лиге, да, в национальной лиге много игроков, у которых подача очень сильная. Но вот в высшей лиге таких игроков мы редко встречаем. И вот как раз таки Бактыбек Кайырбеков был одним из тех игроков, которые обладали вот таким сильнейшим хорошим ударом. Но почему-то он не продемонстрировал это во втором туре. Может быть, как-то не тренировался между турами. Я не знаю, но вы бы видели это. Вы бы сейчас это видели. Просто на повторе, конечно. Прямо передо мной, на метр, наверное, на 1,5 метра выпрыгнула Айболот Искендеров. Как этот Криштиану Роналду, знаете, да? Провисает на воздухе немножко, да, на долю секунды. И это очень эпично так смотрится. Молодец, Айболот Искендеров. Просто, ну, удивляет действительно. 26-24. Барскон одерживает победу. Это было, конечно, да, это... Не знаю, как это было видно для вас, но это произошло прямо передо мной. И это было очень-очень эпично. Ну что, ждем начала второй партии. 1-0 пока. Очень интересный был первый сет, первая партия. Там все-таки дело дошло до Golden Score, где победу все-таки с отрывом в 2 очка, разумеется, 26-24, держал победу Барскон. И вот представители этой команды сейчас начнут вторую партию. Рустам Кулманбетов будет исполнять подачу. Ну и главным героем, наверное, в первой партии можно назвать вот Айболота Искендерова, доигровщика Барскона. Действительно, вот последний его удар, такой рисунок был очень красивый прыжок. Был действительно. И вот даже сейчас Барскон уже тут же начинает вести. Попробовал достать мяч ногой Урматбек Суванов, но не вышло. Рустам Кулманбетов исполняет вторую подачу. И эта подача у него получается неудачно. Бактыбек Кайырбек Уулу все-таки вышел с начала этой партии. В начале, точнее в конце он вышел, не вписался немножко, а потом уже ушел сразу же. Вот снова удар. На этот раз удачно. Немножко не вписался, а вот сейчас вроде бы как уже... Вот давайте посмотрим его подачу. У него подача была в первом туре очень хорошая, может быть, сейчас, но нет. Эта подача была не... Ну, типичная подача. Это аут. Удар последовал от Бектемира Адашбай Уулу, 4-го номера Алабуки. У него удар не выходит. Бактыбек Кайырбек Уулу. Его подача еще раз. А на этот раз его подача и вообще не получается. Не знаю, конечно, что с ним случилось, но в первом туре у него подача была очень сильной. Хорошо, связующий Бактыбек. Смотрите, сразу же свое место занимает. Ну а теперь уже Максат Оразалиев. Максат Оразалиев будет подавать. Максат Оразалиев, подача есть. И удар от Рустама тоже следует. Но, точнее, это Абдыбек Насиров был.
Рустам наоборот. 8-й номер тоже есть у Барскона, это Рустам Кулманбетов. И есть 8-й номер Абдбек Насиров, это игрок Алабуки. Мяч найти трудно. Да, мяч куда-то делся. Но тайм-аут. Вот тайм-аут сейчас будет. И после тайм-аута вот сейчас мяч только что отдали судье. 5-2. Барскон впереди. Тайм-аут. После тайм-аута уже снова вернуться. Ну вот, кстати, вот Учкунбек Маралов вышел на одну игру. Но потом он не выходил и до. Вот он вышел на игру с Джалабадом. До этого он не выходил. Джалабад, кстати, по-моему, первую игру они играли с Барсконом. Барскон они выиграли Джалабадс. А потом вот Учкунбек Маралов вышел с Джалабадом и потом исчез. Его нет сейчас. Ну, 81-го года рождения, ну, считаем, сколько? Ну, 40 лет, да, получается? Поэтому, ну, возрастной был игрок. Еще раз удар. Нурмухамад Бектемир Улу. Нурмухамад Бектемир Улу тоже один из молодых игроков, блокирующий, 2002 года рождения. Айболот Искендеров принимает, и на него же последует. И после его паса мяч оказывается в ауте от руки игроков Алабуки. Уходит мяч. Ну и подача. Мяч возвращается снова к команде Барскон. Ну, медлит. Медлит сейчас. И вот сейчас только начинается подача. Есть. Это Заирбек Болотбек Улу был. Снова кто? Коснулся сетки. Или 4 касания было. Да. Представители Алабуки коснулись 4 раза мяча. Мы знаем, всего лишь 3 касания разрешается сделать. Причем, ну, еще и один игрок не может 2 раза коснуться подряд мяча. Получается, вот 3 разных игрока должны коснуться. Вот 4 раза коснулись. На этот раз Бахтабек, удар, Рустам. Сохранили мяч. Еще раз и 2 раза коснулись. Да, 2 раза. 2 раза мяча коснулся на этот раз Урматбек Суванов. Теперь вот снова Заирбек. Нет, на этот раз не Заирбек. Заирбек под 3-м номером. 4-й номер подает. 4-й номер это Бахтабек Кайырбек Улу. Алабука будет подавать. Да, Алабука. 8-6, но это ни о чем не говорит. Вот это вот преимущество, конечно. В первой партии мы видели вот точно такую же картину, когда Барскон вел, а потом уже и вовсе до сетпоинта дело дошло. Сейчас тут тем более даже 3 очка, ну даже мне кажется, если 5 очков, ну до 5 очков отрыва это не так страшно. А вот потом уже, конечно, немножко. И тем более это еще начало всего лишь этой партии. Поэтому вот этот счет практически ни о чем не говорит. И тем более, что вот сейчас Алабука отыгрывает 1 очко. И остается всего 2 очка еще заработать, чтобы сравнять счет. Айболот Искендеров, Бахтабек, пас на 4-ю зону. Максатбек Урозалиев. После блока мяч все же коснулся половину площадки Барскона. Не получается у Максата Урозалиева. Удар. И теперь Эльгиз Кочкарали Улу. Что там? Нарушает правила тут? Или что было? Ну, сейчас вот разбирается судья. Там нужно было, да, поменяться, да. Айболот Искендеров должен был стать на 1-ю зону. Или как должен был он стоять?
Или наоборот, да, Бактыбек Кайырбек-Улу должен был находиться на 4-й зоне, но он находился на 3-й, поэтому вот судья остановил и дал предупреждение этой команде. Долго разбирались. Сначала думали, что Айболот должен стать на 1-ю зону, не на 6-ю. А потом оказалось, что Бактыбек оказался не там, где должен был. Но в итоге вот уже разыграли эту ситуацию. Рустам Кулманбетов и подача. Мягкий прием. Арген Парпиев. Блок! Ай-яй-яй-яй-яй. Айболот Искендеров был там. Он мог принять. Но, конечно, 4-й номер Барскона не видел, что сзади есть Айболот, который может принять. Поэтому он старался тоже. Поэтому винить, наверное, его не стоит. Да, вышел уже другой либеро. У Барскона. Айболот, хорошо. Еще один удар последует. Есть удар. Махсат Орозалиев. Еще блок. Великолепный блок. Арген Парпиев. Ой-ой-ой-ой-ой. Как сейчас играет Айболот. И снова Айболот. Искендеров был и потом уже в прыжке, даже в падении не спас. Бактыбек ушел. Бактыбек уходит и появляется вместо него Нурадиль Акимов. У Барскона есть подача. Махсат. Махсат сам должен или кому? На 4-ю зону. Точнее, на 4-го номера. Да, на 4-й номер отдает. И там уже было удобнее ему пробить. Теперь кто? Теперь уже Махсат Орозалиев. Махсат Орозалиев. А теперь уже там был удар от Бельтемира Адашбай-Улу. Аут. Кто? И та, и другая команда радовалась, но все-таки правильно радовался Барскон, а не Алабука. Алабука зря радуется, потому что им не дали в этом эпизоде очко. Снова Барскон подает. Тут хорошо играет Сеймек Мамурджан-Улу. Либером тут поменялся. Тут уже у Барскона, кстати, Нурдан Акимов вышел. До этого не играл Нурдан Акимов либером. Но вот сейчас он вышел. Ну и либера тоже есть. Ну тот же либера Сеймек Мамурджан-Улу. Арген Парпиев. И снова что-то надо разобраться тут. Не знаю, прямо передо мной это происходит, конечно. Давайте я сейчас попробую узнать. Тут игроки Барскона запутались. В общем, сейчас пауза происходит из-за того, что Барскон запутался, кто где должен стоять. Да, вот сейчас возьмут тайм-аут и уже до конца будут разбираться. Взяли тайм-аут и будут решать, кто где находится. Ну да, если вы помните, до этого тоже судья остановил, потом им дал предупреждение, что Бактыбек там где-то неправильно находился. А потом они вообще признались, что они запутались, кто в какой зоне какой игрок должен находиться. Сейчас подошли к судейскому столику. Капитан пришел, разобрался, кто где должен стоять. Разобрался и надеюсь, что уже таких пауз не будет. И Барскон не будет запутываться.
и будут знать, кто где, в какой зоне должен находиться. Растерялись немножко после тайм-аута. И забирает Арген Парпиев мяч. Будет он сейчас исполнять подачу. Арген Парпиев. Есть. Хорошо. Там уже Максат Урузалиев. На него следовала подача. Там третий номер великолепно играл. Заирбек Булатбек Улу. 13-13 счет. Заирбек Булатбек Улу. Есть удар. Заирбек, Арген Парпиев. Неудачно принимает, но подбежал. 9 номер спасает. И удар тоже. Абдыбек Насиров, казалось бы, уже тут Алабука обречен. Обреченный. Просто, может быть, мяч скинут на другую половину. Или же наоборот. Совсем уже запутаются. Но нет, там уже Абдыбек Насиров разобрался в этой ситуации очень хорошо. И направил его прямо в угол площадки на 5-ю зону. Тут уже тоже удар. Скидка. Как... Увидел, да, сзади, что никто не подстраховал блокирующих игроков Алабуки. Айбулот Искендеров это увидел и сразу же просто перекинул мяч. А сзади стоявшие игроки не успели дойти. Еще один удар. Тоже тот же игрок. Тот же игрок. Помните, да, Абдыбек Насиров с той же позиции атаковал. И вот сейчас тоже с той позиции приносит очко для Алабуки. Теперь готовится к подаче уже. Подал вот Бектемир Адашбаеву. Удар. Удар не очень хороший. Снова подача от Бектемира. Подача Бектемира. Удар есть. Нурдан Акимов. Айбулут Искендеров. Кажется, что все-таки, ну, согласитесь, сейчас Алабука смотрится увереннее. Да, это надо признать. В первой партии было наоборот. Действительно, и удар, блок тоже от игроков Алабуки. В первой партии все-таки увереннее смотрелся Барскон. Вот сейчас нет. Вот сейчас уже Алабука, да, потихоньку уже забирает на себя инициативу и поменьше ошибок все-таки допускает. И счет тоже, в принципе, об этом говорит. 17-15. Не разобрались. Вот снова тоже, да. Рустам Кулманбетов ошибается. Выбивает мяч в аут. Нурдан Акимов берет, капитан команды, тайм-аут. Нужно что-то менять. 18 очков уже, ну, 18 очков у Алабуки, 15 у Барскона. Если сейчас, конечно, что-то не поменять, то таки, наверное, игра не улучшится, так и продолжится. Но в любом случае, даже при любом исходе, мы увидим еще две партии еще. Потому что сейчас, если Алабука выиграет, еще 2 партии мы увидим. То если Барскон выиграет, тоже 2 партии мы увидим. Поэтому, может быть, даже для нас хорошо, если будет счет 1-1 для нейтральных зрителей, потому что интереснее будет смотреть 3-ю партию. Но для Барскона, наверное, приоритетнее все-таки выиграть 2-0, а потом 3-ю партию уже с легкостью можно будет выиграть, потому что Алабука может отчаяться после блока. Но блок-то ставит хороший сейчас Алабука, точнее Барскон. Но удар был настолько сильный, даже вот с 3-й зоны блок, но мяч все-таки после блока уходит в аут. Айбулот Искендеров, удар есть, хороший. Очень сильный удар от Айбулота. Айбулот Искендеров, 12 номер. Доигровщик, первый разряд. Рустам Кулманбетов,
Блокирующий подача его. Хорошо тут играет Симах Мамурджанулу. Есть. 4-й номер принимает, а там уже Акимов. И снова удар от Айболота Искендерова. Снова неплохой удар от Айболота. Тащит свою команду. Айболот нужно тащить. Один из таких игроков, которые, ну, действительно, без него и первую партию, может быть, и даже и не выиграли бы представители Барскона. Он тащил. Вот и снова тащит. И удар тоже очень хороший сейчас. Отведенный пас прямо с задней линии. Выпрыгивал и, конечно, приземлился на 3-ю зону, но выпрыгивал он с 6-й. Рустам Кулманбетов. Очередная подача. Но Рустам Кулманбетов, он тоже блокирующий, но у него атаки тоже очень хорошие. Что там было? Тут даже после приема что-то произошло. Тут у Алабуки тоже проблема с расстановкой игроков. Тоже где кто. Арген Парпиев неправильно находился, не в своей зоне. Или кто? Или Урматбек Суванов. Ну вот кто-то из них. Сейчас тоже вот нужно разобраться, что вообще происходит, конечно. Удивительно такие вещи происходят у нас в высшей лиге. Люди путаются и не понимают, кто где должен находиться. Ну, это же вот когда ты приходишь в волейбол, прямо с первых занятий учат, что есть 6 зон, что постоянно меняются команды. Ну, не знаю. Ну, разобрались. Ну, вот теперь уже 1-1, да, с такой остановкой. 19-19 в любом случае, счет ничейный. А концовка будет очень-очень интересной. Рустам Кулманбетов. Благодаря вот неправильной расстановке Рустам Кулманбетов снова будет исполнять подачу. Хорошо. Все. Вот теперь уже Алабука правильно располагается на своей половине. Снова хорошо. Суванов. Тут уже Заирбек. Здорово. Нурдан Акимов. Нурдан Акимов, Заирбек. Блок хороший был. Нурдан Акимов снова на Искендерова. Там никого нет. Там нет никого. И снова Айболот. Там не стал он лупить. Увидел, что там действительно по краям стояли, такой круг сделали, а центр был совершенно свободным. Третья подача Рустам Кулманбетов. Есть либера на связующего. Арген Парпиев. Не очень удобно. Там, да. Там было неудобно. От 4-го номера Нурдан Акимов. Пас был неудобный. Удар. Айболот Искендеров. Заирбек. Эльгиз. Просто нужно подарить. Да. Тут не было другого выхода. Скидка! Эльгиз Кочкаралиулу сначала спас, а потом уже сам же ошибается в такой ситуации. Нурдан Акимов, капитан команды Барскона, будет подавать. Вот теперь, да. Смотрите, вот 3 очка отставали, а вот теперь уже на 1 очко ведут. Может быть, сейчас тоже низкая подача, неудобная. И либера назад играет. Подарок. Вот сейчас этой подачей нужно воспользоваться. Снова со второй зоны блок. Блок последовал от Нурмухаммада и Аргена. Двойной блок был на 4-й зоне. И у Барскона удар не получается.
Урматбек Суванов, связующий. Айбулот. Удар. Хорошо. Снова Алабука, Арген Парпиев. Неожиданно, конечно, это было. Снова удар с 4-й зоны. Блок. Теперь уже Алабука впереди. Вот такие вот качели в концовке. 22-21. 21-20 было. Теперь уже 22-21. 22-22. Может быть, тоже вторая партия дойдет до сетпоинта, кто знает. Но Барскон постарается очень сильно, потому что они сейчас более близки к победе. Реабилитировались в конце. Вот провальная у них была середина партии. В середине партии они не очень уверенно играли. А из-за этого... Сейчас они вот, да, сейчас Барскон играет лучше, чем... Ну, вот начали они неплохо. А потом в середине у них были осечки, очень много осечек было. Сейчас лучше. Арген Парпиев. Но сейчас уже нет выбора, да? Сейчас уже надо включаться. Либо ты включаешься, либо ты проигрываешь. Хорошо. Хорошо. Тут Максат Оразалиев и Искендеров. Айболот Искендеров. Молодец. Удар. Заирбек. Заирбек Болотбекулу. Заирбек Болотбекулу. Подача. Удар. Хорошо. 24 очка. (24-23). Заирбек исполняет вторую подачу. Есть подача. Либера доводка на связующего. Арген. Нет, это не Арген. Это был Абдыбек Насиров. Сетпоинт все-таки. Дело доходит до этого. Уже вторая партия подряд. Очень равная команда. Вот когда Барскон и Энергетик встречался, там тоже, да, они, по-моему, вчера встречались. Там 2-2 было, и потом в конце пятой партии все решилось. И точно такая же картина была. Айболот Искендеров! 25-24! Есть! Еще одно очко нужно заработать. И будет уже 26-24. С одинаковым счетом может завершиться. Сейчас, если Алабука ошибется, 26-24 первая партия, 26-24 вторая партия будет. Для этого Заирбеку нельзя ошибаться. Удар! Нет. 26-24 уже не будет. Может быть, будет 27-25. Но в любом случае сейчас уже 25-25. Концовка, да, очень-очень интересная. Удар. Айболот Искендеров. Блок. Блок от Эльгиса Кучкаралиулу и связующего Урматбека Суванова. На второй зоне ставили блок. И очень опасный игрок был Айболот, но с его ударом справились. Вот снова Рустам или Айболот. Айболот вторым темпом включается и зарабатывает очко для своей команды. Эта партия даже интереснее получается, нежели чем первая партия. В первой партии, ну, там было все предсказуемо, но в конце Алабука заставила поволноваться Барскон. Айболот Искендеров хорошо в падении играет. Дальше связующий отдает на четвертую зону. Блок. А там уже Максат Оразалиев. От его руки уходит мяч. Кажется, затянется. Затянется, кажется. Может быть, сейчас 28-26. Если 28-26, уже выигрывает Алабука. 1-1, может быть, будет сейчас. Хорошо, на четвертую зону. Арген Парпиев. Арген Парпиев, друзья. Все-таки 28-26. 1-1. Очень-очень огненная концовка. 1-1 будет третья партия.
Команды вернулись на площадку для того, чтобы начать третью партию. 1-1 пока. Алабука все-таки вырывает победу в концовке. И Барскон сейчас зарабатывает одно очко. В концовке все-таки вырывает победу. 26-28 был счет во второй партии. В первой 24-26. И третья партия тоже, может быть, тоже будет golden score, да, дзюдо все время в голове, но как раз таки у нас там на следующей неделе будет вот как раз чемпионат Азии, Океании, может быть, поэтому, ну, в общем, контрольный мяч имеется в виду, да, в третьей партии тоже, может быть, будет контрольный мяч, там 24-24, и там то же самое вот выигрывает. Ну, вообще, конечно, в контрольном мяче выигрывает та команда, которому больше повезет. Если сильная команда, то в любом случае все решается еще до контрольного мяча. Алабука. Урматбек Суванов будет подавать. Урматбек Суванов. Подача. Есть. Хорошо. Есть удар от Махсата Уразалиева. Но удар Махсата Уразалиева не получается. Рустам идет в зону для подачи. Аут, да? Да, аут это. Даже не стали трогать мяч. Было явно видно, что это аут. Ну вот, кстати, вот у Джалалабада я 3 игры или сколько, 2 игры комментировал. Он 3 игры Джалалабада я комментировал. И они очень много браков делают при подаче. У них вот в каждом сете, в каждой партии практически есть 5-6 подач, которые они не реализовывают. Очень много таких моментов. Иногда даже кажется, что они даже не стараются делать подачу. Бывают такие моменты. Вообще, сколько комментирую, в первый раз вижу такую команду, которая при подачах так много ошибок допускает. Вот имеется в виду Джалалабад. Ну, слава богу, тут нет таких команд, которые ошибаются при подачах. Ну, Джалалабад это неплохая команда, это очень хорошая команда. Вчера они от Тохтогола потерпели первое поражение. До этого они 2 раза выигрывали. Очень хорошая команда, по сути, очень техничная. Есть очень мощные игроки. Но вот именно вот аспект, именно отдел подач, я не знаю, как они вот с этим работают, да. Ну, тут вроде бы как нет, так, конечно, так не допускают волейболисты этих команд. То есть ни Алабуки, ни Барскона не допускают так много ошибок, как вот Джалалабад. Если вот ввели бы такую статистику, да, у кого сколько подач не получилось, у какой команды, там был бы точно Джалалабад на первом месте, мне кажется. Нурмухамад Бектемирулу. Подача. Мягкая доводка на связующего. Вторым темпом работает Айболот Искендеров. В блок приходится. Теперь кто? Махсат Уразалиев или нет, наоборот, будет. Ну, он достал мяч, отдал на Нурмухамада Бектемирулу. Тут есть Бектемир Адашбайулу и есть Нурмухамад Бектемирулу. У нас вообще очень много имен, которые друг на друга похожи. И у девушек, и у мужчин. И фамилии есть такие, очень похожие друг на друга. Так, подача. Нурмухамад Бектемирулу. И снова ошибка. Снова ошибка при... Не переместились как-то. Да, второй раз уже
Нет, не второй, а третий раз у команды Барскон, когда они ошибаются при перемещениях. Вот сейчас тоже судья остановил тут же игру. Но на этот раз он сам, на этот раз он не объяснил. На этот раз он сказал, я не знаю просто. Располагайтесь правильно. Что, желтая карточка? Да, Ильгиз Кочкаралиулу получает желтую карточку. Правда, я не увидел, что за споры. Да, очень много остановок в этой игре. Вот снова, видите. Это был аут. Да, Ильгиз считал, наверное, что не было никакого аута, но слишком сильно спорил. И вот желтую карточку уже получил Ильгиз Кочкаралиулу. Ну, вообще, в волейболе очень редко даются желтые карточки, но в основном это дается за споры, за неспортивное поведение, за затяжку, за какой-то вот какие-то выходки, короче говоря, дается желтые карточки. Ну, да, не как в футболе, да, в футболе чаще дается за нарушением, но тут очень вот с начала сезона, наверное, вот я всего лишь дважды видел, когда вот Марату Сейтказиеву давали, тренеру Дордоя, и вот сейчас получает Ильгиз Кочкаралиулу. Ну, может быть, конечно, когда я не комментировал, может быть, другим игрокам еще давали, но очень редко показывается желтая карточка игроку. Обычно все устным предупреждением обходится. Абдыбек Насиров подавал. Махсат. Хорошо сохранили мяч представители Алабуки. Еще один удар. Айболот Искендеров в последний момент вытаскивает. Отведенный пас на Айболота. Айболот легко сыграл на третью зону, но мяч приходится в сетку. Абдыбек Насиров снова исполняет подачу. Есть точнее, Айболот. Абдыбек Насиров. И вот Айболот, да, Абдыбек Насиров был. Айболот принял. А там уже был еще и Заирбек. Болотбек Улу. И вот сам Заирбек идет подавать. Заирбек. Подача. Удар. Айболот, да. Барскон зарабатывает очко в этой ситуации, в этом розыгрыше. Заирбек. Заирбек Болотбек Улу. 95-го он года рождения. Доигровщик у своей команды. Есть Заирбек в последний момент. Хорошо. Тут хорошо играет еще Нурдан Акимов. Алабука в атаке. Арген Парпиев. Молодец, Арген Парпиев. Собирается выйти на площадку Нурмухамад Бектемир Улу. Выходит он и уходит наоборот. Сымек Мамурджан Улу у Алабуки. Вот Ильгиз Кочкаралиулу. Подача, удар. Хорошо. Скидка. И еще раз на четвертую зону. Тоже скидка. Удара нет. Задерживал, да, мяч? Поднимал мяч Урматбек Суванов. Поэтому дается ему предупреждение. Удар. Хорошо, Арген Парпиев дает на Суванова. Урматбек. И Арген сам же завершает атаку. Урматбек, Суванов. Урматбек Суванов. Подача Айболот Искендеров на Акимова. Акимов уже неудобный пас отдавал. Алабука в атаке. Махсат Уразалиев. Махсат и подача. Подача есть. Тут Сымых хорошо принимает.
А там уже был Бектемир Адашбайулу. Бектемир Адашбайулу еще раз бьет. И Либера как же хорошо принимает. Либера коснулся сетки, но Либера очень хорошо принимал. Но сзади он принимал, но передний игрок, то вот в передней зоне находился, он коснулся сетки. А Либера спасал свою команду. Вот еще раз удар от Рустама. Блок. Еще раз. Удар. Айболот Искендеров снова бьет. Цимык Мамурджанулу не дотянулся потом. Рустам Кулманбетов. Рустам Кулманбетов. Ошибка. Ошибка при подаче. Нурмухаммад Бектемирулу. Нурдан Акимов. Удар. Айболот. Очень высоко прыгает Айболот. Действительно, Айболот. Но вот я до сих пор помню его первый, точнее в концовке, как он последнее очко заработал в конце. Ну, это было что-то, конечно. Урматбек, Арген. А нет, это Эльгиз был. Эльгиз! Зачем? Зачем? Не надо было уходить Абдыбеку Насирову. Если бы он не ушел, если бы он там же на 4-й зоне был бы, то с 3-й зоны Эльгиз ему отдал. По сути, но потом уже он ушел. Абдыбек снова удар. Айболот. Аут. Бектемир Адашбайулу. Бектемир Адашбайулу. Есть подача. Удар. Удар. Удара не последовало. Это было тоже. Скидка. Алабука. Берет мяч и отдает Айболоту Искендерову. Айболот Искендеров будет делать подачу. Даже вот самый большой отрыв, если я не ошибаюсь, было в 3 очка. Даже в 4 очка отрыва не было. Есть, ну, когда вот разница ощущается, когда там на 5 очков, на 6 очков бывает, команды отрываются. На 10 очков бывает. Ну, в общем, такие крупные отрывы. Ну, а в этой встрече мы видели всего лишь вот... Ну, Барскон тоже отрывался на 3 очка. И Алабука тоже отрывался на 3 очка. В принципе, на этом... То есть все, да? На 4 очка никто из этих команд не смог оторваться. Каждая партия, вот уже 3-я партия идет. И друг за другом идут. 18-16. Вот, наверное, сейчас Барскон тоже заработает 2 очка. И 18-18 будет счет. Заирбек. Удар. Был рядом Абдыбек Насиров. Но Абдыбек Насиров даже не сумел среагировать, потому что его удар от Заирбека был достаточно сильным. Заирбек. Болотбекулу. Что за ошибка сейчас? Что за ошибка была от Заирбека Болотбекулу? Детская даже, я бы сказал, ошибка какая-то. Эльгиз Кочкаралиулу. Подача. Айболот. Удар. Рустам. Хорошо играет тут 4-й номер. Алабуки. Есть Нурдан Акимов. Удар. На 4-ю, точнее на 1-ю зону попал удар. И это значит, что Эльгиз Кочкаралиулу будет еще раз подавать. Или кто? Барскон берет тайм-аут. Да, Барскон сейчас берет тайм-аут. Нужно что-то действительно менять, потому что
Вот самая лучшая партия в исполнении Барскона — это третья партия всего лишь. Ой, третью партию говорю. Первая партия. Вот они начали хорошо. Во второй партии начали хорошо, но потом закончили плохо. Сейчас они и начали плохо, и заканчивают плохо. В любом случае, сейчас будет 2-1. Только вопрос, в чью пользу будет 2-1. Даже если будет 2-1, разумеется, мы увидим еще четвертую партию. Если будет 2-2, будет пятая партия. Если будет 3-1, значит, завершается на этом эта встреча. Но вопрос в том, что сейчас в чью пользу будет 2-1. В пользу Барскона, либо в пользу Алабуки. Абдыбек Насиров плохо принимает, и Ильгиз уходит. И вместо него появляется Бектемир Абдашбайулу. Удар есть. Тут Сымах принимает. Еще один удар. Арген Парпиев. Айбулут Искендеров. Есть, хорошо. Тут Нурдан есть. Нурдан. Был четвертый номер еще. Но Бахтыбек тоже куда-то делся у Барскона. Бахтыбек, если вы помните, в первой партии, в первой партии в конце вышел, а потом во второй партии играл. А сейчас в третьей партии мы его тоже не видим. Бахтыбек под седьмым номером играет. Еще раз удар. Удар хороший был. Барскон догоняет практически. Догоняет. 20-21. Барскон впереди. И снова тайм-аут. Алабука уже дает догонять. Догнать себя. 21-20 сейчас. Максат Уразалиев после тайм-аута будет подавать. Максат. Абдыбек. Хорошо, Урматбек. И Нурдан. Здесь есть Айбулут Искендеров. И его удар тоже удачно завершается. Да, Айбулут, когда он играет, значит, в четвертой зоне очень хорошо играет. На второй зоне он немножко, да. На второй зоне, по-моему, не видел, чтобы на второй зоне он такие вот удары делал. Вот с четвертой зоны действительно он хорошо атакует. И удар. Есть удар. Рустам, Айбулут, скидка. Урматбек, Арген не разбирается. Немножко блок-аут. Блок-аут, но блок был... Блок как? Ну, удачный блок был. Аут. Это не аут? Нет. Показалось, что аут, но... Ну да, это не было аутом. Арген Парпиев снова будет подавать. Но теперь вот Алабука, кажется, что все-таки выиграет эту встречу. Будет 2-1. Айбулут. Отведенный пас. Снова. Хорошо. Айбулут Искендеров снова подает. Точнее, бил. И это тоже аут. Вот одну очко нужно всего лишь заработать. И считай, что эта партия закончится уже. Барскон очень сильно рискует проиграть. 24-21. Если сейчас Барскон, ну, 3 очка заработать и не допустить ни одной ошибки. То есть 3 очка подряд для Барскона нужно заработать. Только тогда они могут
было бы очень классно, если бы сейчас тоже был бы контрольный мяч, да, сет-пойнт. Там тоже было бы интересно, потому что первая партия сет-пойнт, вторая партия тоже. И может быть сейчас третья партия тоже будет сет-пойнт. На это есть все основания. Если сейчас, конечно, кто-нибудь не ошибется у Барскона. Нет, не будет. Не будет никакого сет-пойнта. Будут меняться команды местами, потому что 25-21 по партиям 2-1 Алабука впереди. Возможно, это будет последняя партия. Если сейчас Алабука выиграет, это четвертая партия. Если сейчас Алабука выиграет, значит 3-1 Алабука выигрывает. А если же наоборот, если выигрывает Барскон, тогда будет 2-2 и будет пятая партия. Но пока что 2-1 в пользу Алабуки. Только-только начинается четвертая партия. И будет Заирбек Болотбек Улу подавать. Арген Парпиев пробивал, но блок ставит волейболисты Барскона. Заирбек Болотбек Улу будет подавать еще раз. Вторая подача в исполнении этого игрока. 2-0 пока. Может быть, сейчас будет даже 3-0. Снова блок. Блок вот в защите хорошо играет. И снова слишком близко подошел. Ну, если бы подальше ушел вот четвертый номер, тогда бы там уже наоборот скидка была бы. А так получается, что удар. И удар пришелся на первую зону. Есть Урматбек. Урматбек. Ой-ой-ой. Переходящий мяч. Там уже аут. Нурадиль Акимов. Нурадиль Акимов. Подача. Хорошо. Там есть Урматбек. А тут уже удар делает Бектемир Адашбайулу. Бектемир Адашбайулу. А тут уже четвертый номер тоже. Снова Бектемир. Искендер. Удар. Абдыбек. Хорошо. Тут капитан команды Барскона. Айбулот Искендеров. Ногой спасает. И молодец. Спас Айбулот Искендеров сейчас. Если бы не он, то Алабука выиграла бы сейчас этот розыгрыш. Но вот ногой он в последний момент все-таки дотянулся до мяча. Удар. Хорошо. Есть удар. Снова со второй зоны Арген Парпиев. Аут. Снова аут. 4, уже 5-1. Вот сейчас, да, Барскон уже снова собирается, приходит в себя. И сначала, вот впервые, по-моему, мы видим вот Нурдан, Айбулот Искендеров. По-моему, впервые мы видели, как Барскон отрывается на 4 очка. Все время было максимум 2 очка. Все время было 2 очка отрыва. И все. А вот сейчас, ну, сейчас 2 очка отрыва. Но, помнится, счет был 5-1. И тогда Барскон был на 4 очка впереди. Вот снова Алабука потихоньку уже начинает догонять. 6-3. Максатур Залиев. Максатур Залиев будет исполнять подачу. 10-й номер. Есть подача. Мягкая доводка на Урматбека. Там Абдыбек великолепно завершает. И еще раз аут. Это аут.
Завтра будет играть Джалалабад с Энергетиком. Но если давайте, да, сначала поговорим об этих командах. Ну, для Алабуки завтра будет очень трудная игра, потому что Алабука будет играть с Токтогулом. Алабука-то проиграла Джалалабаду, а Токтогул выиграл Джалалабад. Поэтому Алабука в завтрашней встрече, наверное, будет как бы, ну, аутсайдером будет Алабука. Все-таки Токтогул, да, Токтогул тоже очень такая сильная команда, и поэтому Алабуке, безусловно, будет очень трудно. Ну, а Шумкар ПСН будет играть, вот как раз таки с этой командой будет играть Бапа Барскон. Если сегодня они выиграют эту встречу, Бапа Барскон, тогда они, вот, может быть, с каким-то хорошим настроением смогут противостоять Шумкару. У них будет вторая игра завтра. Вот вообще завтра первая игра будет между Джалалабадом и Энергетиком. А Шумкар будет играть с Барсконом во второй игре, потом Ош с Тенерто встретится в третьей игре, Токтогул с Алабука, в четвертой, в пятой Кадамджай с Чаткал. Потом завершающая игра будет между Белимом и Сары Узон. А в группе 9-5 счет. В группе Б находятся эти команды. Имеется в виду вот 12 всего команд. И Бапа Барскон и Алабука находятся в группе Б. Но кроме этого в группе Б есть еще Джалалабад, есть Энергетик, Шумкар, Токтогул, Алабука и Бапа Барскон. Вот эти 6 команд расположились в группе А. В группе Б расположились Кадамджай, Чаткал, Тенерто, Белим, Сарозен. У Белима, кстати, есть и женская команда, Сарозен и Ош. То есть 12 команд разделены на 2 группы по 6 команд. И каждая команда, как по круговой системе, будет проводить по 5 игр. Вот завтра будет уже в пятницу последний день. 5-й. Удар. Хорошо. Тут Нурадиль. Айболот Искендеров. Удар от него следует. И снова аут. Тайм-аут. Да, тайм-аут. Алабука берет тайм-аут. 12-5 сейчас на данный момент счет. Но все идет к тому, что будет и 5-я партия. Может быть, будет, да, вполне себе 5-я партия. Сейчас на 7 очков впереди. Вот это рекорд. Это рекорд, друзья. Вот даже сначала рекорд был в начале, когда 5-1 был, 4 очка. А отрыв это рекордом был. В этой встрече имеется в виду конкретно, в рамках этой встречи. Сейчас уже Барскон отрывается от Алабуки на 7 очков. Такого тоже мы не видели. Может быть, сейчас будет 2-2, Барскон выиграет эту партию и будет 5-я партия. Вполне себе Арген Парпиев. Ух, как сейчас подвел-то свою команду. Но если бы сейчас не вовремя сориентировался Урматбек, там уже вся вина была бы на Аргене. Эльгиз Кошхаралиулу. Айболот и Заирбек. Молодец. Тоже неплохо атакует Заирбек. Болотбек Улу. Рустам Кулманбетов. Вышел. Заирбек. От Абдыбека доводит на Урматбека. Арген Парпиев завершает. Хорошо. Еще раз. Удар неплохой был, но тут уже снова ногой сыграл Айболот Искендеров. Урматбек идет
Урматбек Субханов. 9-й номер. Ой-ой-ой-ой, неожиданно. Неожиданно. Ну, прыгнул еще, Нурадиль прыгнул. И Максат прыгнул за мячом, но мяч коснулся сетки. Просто, поэтому неожиданно было. Вот сейчас Максат, скидка! Нурдан Акимов, либеро. Ну, тут есть два игрока с фамилией Акимов, и имена у них очень похожи. Вот Нурадиль Акимов. И есть Нурадиль, да, в конце Л. Есть еще Нурдан Н в конце. Акимов. Вот. Нурадиль играет под 5-м номером, а Нурдан Акимов играет под 6-м номером. Он либеро. А Нурадиль, он связующий. Нурадиль. Вот сейчас подает. И хорошо. Потихоньку уже приближается тоже. Алабука уже. 6 очков. Вот сейчас, ну, получается 15-10 сейчас еще. 15-11. Арген. Подача. Айболот Искендеров. Нурадиль. Рустам перевел назад. Там уже котел остался свободным. Очень часто туда направляется прям мяч, в котел, в центр площадки. Но от этого, конечно, никто не застрахован. Хорошо, удар Рустам. Сильный удар был удар от Рустама Кулманбетова. Максат Оразалиев, 94-го года рождения. Он будет исполнять подачу. Ну вот теперь уже Алабука на 4 очка. Всего отстает. Арген. Хорошо. Абдыбек и Максат. Великолепно. Айболот Искендеров неожиданно играет. Так, скидка. Абдыбек Насиров. Сыймых здорово играет. Давудка на Урматбека. Там есть уже Абдыбек. А Бектемир не успел дотянуться. Максат Оразалиев. Удар. Максат Оразалиев. Еще один удар. Есть. 2-2 будет, кажется. Алабука растерян немножко. Алабука действительно растерян. Максат Оразалиев. Ну да, сейчас вот 13-17. Но в целом, если смотреть, то когда вот Эльгиза нет, наверное, поэтому Эльгиз, когда Кочкаралиулов выходит, более-менее игра налаживается. Вот сейчас Эльгиз вышел, Сыймак ушел. Посмотрим, что изменится в игре Алабуке. Нурдан, Нурадиль отдавал на Рустама. Там на передней зоне стоит еще на подстраховке Айболот. Айболот очень хорошо может ударить. Рустам пошел бить. Есть удар. Сыймак Мамурджанов снова вышел на площадку. Рустам Кулманбетов. Рустам есть. Арген Парпиев. Атака с 4-й зоны. Абдыбек Насиров. Переходящий мяч. И снова удар. Айболот должен сейчас выручать. Говорит, что что-то было. Это аут, но ничего не было. На что сейчас намекает Айболот, совершенно непонятно. Ну, вроде коснулся сетки, говорит Айболот. Но или как? В общем, непонятно в любом случае. Но Айболот говорил, что что-то было. Но судья считает, что ничего не было. Поэтому очко отдается Алабуке. Айболот. Снова скидка. Урматбек. Удар. Нужно подбежать. Да, Заирбек. Хорошо подбежал сейчас Нурадиль. Удар. Блок от Заирбека. Итак, есть. Хорошо, нужно подбежать.
Тайм-аут берет Барском. Да, тайм-аут берет, потихоньку уже приближается. Из 7 очков было между командами, вот уже 2 очка. Если сейчас Барскон снова проиграет, тогда уже все. Но Барскону в любом случае сейчас уже нужно любым способом удержать хотя бы минимальное преимущество. Тогда в пятой партии там уже на равных условиях будут. А так сейчас уже немножко есть некое давление на Барскон, что если сейчас они проиграют, ну, они и так в роли сейчас догоняющего, это всегда как-то психологически немножко давит. Поэтому в пятой партии, когда 2-2, там уже, может быть, и одержат они победу. Хорошо. Четвертый номер Барскона. Подача. Арген Парпиев принимает. Урматбек. Неожиданная скидка. (19-17). Абдыбек Насиров. Заирбек. Абдыбек, конечно, не успеет Абдыбек до... Точнее, не Абдыбек, а Саимых Мамурджан Улу не успеет до этого мяча. И снова пошел подавать Айболот Скендеров. Айболот, подача, Арген Парпиев снова, наверное, сам будет завершать. Четвертый номер принимает. Айболот, отведенный пас. И не успевает. Точнее, успевает, но в сетку вмазал. Мяч. Вышел снова пятый номер. Саимых Мамурджан Улу ушел, и Бектемир, точнее, Нурмухаммад Бектемир Улу вышел вместо него. Снова Алабука с мячом. Удар, блок. И все. Мяч улетел. Вот сейчас, может быть, вполне возможно, сейчас будет 20-20. Алабука все-таки догоняет. И если сейчас не ошибется, конечно, Алабука ошибается. Там уже, смотрите, четвертая зона была совершенно свободной. Вообще никто не смотрел. А Нурдан Акимов ушел, и Рустам Кулманбетов вышел вместо него. Теперь вот Заирбек, Болотбек Улу. Хорошо. 3 очка. Вот снова уже может Барскон пока немножко дышать спокойно. А то, когда счет был 19-20, там уже было немножко, конечно, осторожно Барскону, что они могли... То, что их соперники могли сравнять. А так, 3 очка в запасе. 22-19. Это вполне себе можно удержать. Тем более в конце, когда нужно всего лишь заработать 3 очка. И будет 2-2. Заирбек Болотбек Улу. Подача. Хорошо. Есть на четвертую зону. Арген Парпиев. Нужно что-то решать. Акимов. Искендеров думал, что делать, но решил вот так вот сыграть просто. Хорошо. Переходящий мяч. Еще раз. И... Вот если бы сейчас это был бы не аут, тогда Алабука рано радовалась бы. А так... Они вот начали радоваться, и потом судья до конца смотрел, но все-таки мяч ушел в аут. Айбулот, удар, Урматбек. Не смог оставить мяч внутри площадки. 2 очка еще нужно для победы Барскону. Алабука, ну, кровь из носа и нужно догонять этой команде. Нурадиль Акимов. Есть подача. Удар. Бектемир. Еще раз. Бектемир сам же должен. Бектемир. Нурдан великолепно играет на заднюю зону.
Нарушает правила. Нарушает правила Айболот. 21-23. Удар. Нурадили. Вот 4-й номер. Скидка. Хорошо. 1 балл теперь еще нужно. Увидел хорошо 4-й номер, что нужно давать туда именно. И заработал очко. Теперь кто? Баксат Уразалиев. Да, Баксат Уразалиев и его подача. Подача Арген Парпиев. Алабука прям на волоске висит. И еще один блок. Аут. Аут от руки представителей Барскона. Рустам был и 4-й номер там был. Тоже вот теперь замена будет, да, Нурмухаммад Бектамирулу выйдет. Уйдет Нурмухаммад Бектамирулу и вышел Асылбек Арсланбеков вместо него. И вот как раз его подача. Асылбек Арсланбеков. Подача. Хорошо. Удар. 25-22. 2-2. Будет все-таки 5-я партия. И в 5-й партии уж точно все решится. Ну, теперь-то уж точно решающая партия. Потому что максимум 5 партий есть в волейболе. И в этой партии все решится. Пока 2-2, но кто-то выиграет со счетом 3-2. Кто будет это? Барскон или Алабука? Узнаем очень скоро. Нурмухаммад Бектамирулу. 2002 года рождения. Нурмухаммад. И подача его тоже Максат отдает на Нурадиля. 4-й номер, скидка. Вот так вот первый балл, точнее, да, первый балл, первое очко зарабатывает Барскон, получает первое очко. И Рустам Кулманбетов, да, Рустам Кулманбетов подает. Рустам, есть подача, хорошо, удар будет, есть удар. И удар у него не очень хороший. Но теперь вот кто будет, теперь вот снова Нурадиль Акимов с мячом. Нурадиль и его удар. Есть, хорошо, побежал. Зачем? Зачем вот 4-й номер? Он видит, что Нурадиль идет. Зачем он бежит? Зачем бежит? Вот на повторе можно будет посмотреть. Это понятно, если он не видел. Но он видит, что там успевает Нурадиль Акимов. Но он все равно бежит и мешает Нурадилю. Логику вот 4-го номера я как-то не понял. Заирбек. Его удар. Точно приходится. Его удар вот теперь уже вот как раз вот тот самый 4-й номер будет подавать. Барскон был и в 4-й партии впереди. Вот еще одна партия, в которой Барскон впереди. Во второй партии наоборот. Вот в первой, в 4-й, во второй и в 5-й партии они сразу начинают вести. А во второй и 3-й партии Алабука смотрелся лучше. Барскон будет подавать или тайм-аут будет? Нет, после тайм-аута потом будет подавать волейболист Барскона. Сейчас вот тренер Алабуки Учкунбек Маралов, да? Но его, конечно, тут нет, Учкунбека Маралова. Он как раз, кстати, сам играл. Против Джалалабада он сам играл.
Так, хорошо. Удар. Есть удар. И удар не очень хороший. Не очень хороший был удар. Кто будет теперь? 4-2 сейчас счет. И Алабука подает. Арген Парпиев. Это Айболот Искендеров. Плохая доводка. Но должен сейчас заработать. Но сетка. Тоже немножко подустал. В первой партии он был одним из лучших. Во второй партии один из лучших. Ну, в общем... Но сейчас вот немножко уже Айболот тоже начинает в концовке допускать ошибки. Вот внимательно сейчас смотрит. И есть. Внимательно смотрел. На всякий случай. Не зря там стоял. Аж 3 игрока на второй зоне, на 4-й зоне были. И молодцы. Разобрались в этой ситуации представители Барскона. Айболот Искендеров. 12-й номер. 96-го года рождения Айболот Искендеров. Есть подача, удар, Арген. Нет, это Эльгиз. Эльгиз, Кочкарали Улу. И сам же идет подавать уже. 5-4. Удар, хорошо. Заирбек, Болотбек Улу. Удар Заирбека. Хорошо, Арген принимает. Атака. Снова Абдыбек. Блок. Аут. Бектемир. 6-5 пока счет. Удар. Рустам Кулманбетов. Нурадиль Акимов теперь будет исполнять подачу. Капитан команды Барскона Нурадиль Акимов. И его подача. Сеймык, Абдыбек, удар. И тот, и другой игрок пошел. Это был Айболот и Нурадиль. Вместе они прыгнули, но не достали оба. Абдыбек Насиров. Подача Абдыбека Насирова. Айболот Искендеров. Пас на 3-ю зону. Рустам мягко скидывал. Еще раз, может быть, сейчас Нурадиль на Рустама. Рустам на центр площадки. И есть. Очко уже 6-6. Счет. И команды меняются местами. Есть. Арген Парпиев. Арген Парпиев. Сам же пошел вперед. И вот от блока уходит мяч. Кто будет? Алабука будет подавать. Да, будет Алабука, будет Нурмухаммад Бектемир Улу. Сымак Мамурджан Улу ушел, и Эльгиз Кочкарали Улу вышел. Вместо него замена в составе Алабуки. А тем временем Нурмухаммад уже подает. Айболот тут принимает. Рустам Кулманбетов завершает. Рустам Кулманбетов. 7-5 счет. Счет 7-5. Счет 7-5. И есть. Хорошо. Молодцы, молодцы. Тут очень хорошо сыграли волейболисты Алабуки. И вот сейчас Максат Орузалиев достанет мяч.
8-5. Счет 8-5. Подача. Урматбек, Суванов. 10 очков есть. Есть. 11-8 счет. Хорошо. Не успевают. Да, 12-8 теперь. Очень напряженная концовка. Да, тайм-аут. Теперь Алабука берет тайм-аут. Нужно... Сейчас очень хороший шанс есть у Барскона. И, ну, я не знаю, если сейчас они упустят победу, ну, тогда уже как бы сами в этом будут виноваты. Потому что сколько было, я даже не сосчитаю, сколько моментов, когда они вели. Ну, пусть с минимальным отрывом. 2 очка, 3 очка, но вели. Сами позволяли Алабуке так близко подбираться к себе. Но сейчас все ближе и ближе к концу этой встречи. 4 очка отрыва, комфортно все. Но если сейчас проиграют, тогда они должны винить только себя. Арген Парпиев снова будет подавать. 12-9 счет. Подача. Заирбек. Удар есть. Хорошо. Бектемир отдает на 4-ю зону. Нужно успеть. Арген Парпиев и Сыймых Мамурджанулу не успевает. Как сейчас, ну, для Алабуки сейчас каждое упущенное очко, каждая ошибка — это как нож в сердце, да. Вот даже я увидел, как Сыймых Мамурджанулу с таким отчаянием воспринял вот последнюю свою ошибку, потому что уже конец близок. 13 очков Алабука, да. Теперь уже 10 очков. Снова тайм-аут будет или замена? Да. Замена. Нурджигит Кубатбеков уйдет, точнее выйдет Нурджигит Кубатбеков. Ушел Нурмухаммад Бектемирулу. Новый игрок. Еще раз. Удар. Есть удар. Это не аут, конечно. Это не аут никакой. С вопросительным таким удивлением смотрели волейболисты Алабуки на судью, но тут было видно, что это не аут. Зиаратбек. Ой, Зиаратбек. Заирбек Болотбекулу подавал. Есть удар. Хорошо. Это поле. Подача. Айболот принимает. Нурадиль. Скидка! Хорошо-то как. Увидел Нурадиль, что там было свободно, и все. Увидел, что там было свободно, и отдал. Наконец-таки 15-11. 3-2 выигрывает Барскон. Режиссер этой трансляции Абель Джусубакунов, комментатор Абдулла Джусупалиев. 3-2 побеждает Барскон. На этом сегодняшний игровой день завершается. До новых встреч, точнее до завтра.